Наша тема сегодня вечером, и она займет 2 занятия. Истинная церковь и лжецерковь. Самое важное, что вы должны вынести с этих занятий, это факт, что существует истинная церковь и что существует лжецерковь. Если вы не поймете этого, вы можете быть запутаны и обмануты. Я попытаюсь дать вам из Писания портрет, во-первых, лжецеркви, а затем истинной церкви. Но если вы не сможете запомнить все детали, я надеюсь, вы запомните один факт, что сегодня на земле в определенном смысле существует 2 церкви. Это истинная церковь и лжецерковь. И я надеюсь, что смогу дать вам достаточно информации, чтобы с этого момента вы были начеку, чтобы не оказаться обманутыми лжецерковью и знали, где вы сами находитесь духовно в данный момент времени. Во втором послании к Коринфянам, 11 главе, стихах 2, 3 и 4, Павел говорит, как появилась лжецерковь. Итак, 2 Коринфянам, 11 глава, 2, 3, 4 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». Если вы рассмотрите, из каких людей состояла церковь в Коринфе, это удивительное заявление. Павел дает описание того, какими людьми они были раньше. Проститутки, гомосексуалисты, пьяницы, блудники, лихаимцы и так далее. И все же, через силу крови Иисуса, освящающее действие Слова Божьего, Павел может видеть собрание, состоящее из таких людей, представленное Господу Иисусу Христу чистою девою. И Павел, как основатель этой церкви, говорит, что он обручил таких людей Господу Иисусу чистою девою. Нам нужно понять, что в культуре тех дней, библейской культуре, было 2 шага. Во-первых, обручение и затем брак. Обручение не было просто помолвкой, как мы понимаем это сегодня, потому что часто в нынешней помолвке часто нарушается обещание без каких-либо катастрофических последствий. Но в той культуре обручение было священным, основательным посвящением. Оно не делало брак законченным, но в определенном смысле было таким же священным посвящением, как и настоящий брак. И человек неверный обетом обручения рассматривался как совершающий любодеяние, как реальное нарушение супружеских обещаний. И так существовали эти 2 фазы. Первая – женщина обручалась мужчине. И в той культуре через небольшой промежуток времени происходила брачная церемония. После этого они были уже полноценными законными мужем и женой. Итак, посвящение Иисусу Христу, Спасителю и Господу, в определенном смысле является обручением. И все мы, каждый из нас, кто сделал это посвящение, были обручены Иисусу. Но мы еще не поженились. И книга Откровения, 19 глава, стихи 7-8 содержат прекрасную картину действительного празднования и действительной свадьбы. Там сказано: «Возрадуемся, возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И все небеса, и вся вселенная радуются браку Агнца». У меня было одно личное откровение, очень простое. Несколько месяцев назад я проснулся посреди ночи и размышлял, и вдруг я ощутил необычный прилив радости и понял, что это радость, которую испытывает Господь Иисус по отношению к 2 вещам. Первое – это то, что Он будет примирен со своими братьями, евреями, после 2000 лет отчуждения. И второе, что Он заберет свою невесту. И я чувствовал, что когда радуется Иисус, то радуются все небеса. На несколько секунд я думаю, что я почувствовал малую часть радости Господа и небесных существ. Но в настоящее время мы только обручены. И время брачной вечери еще не пришло. И здесь церковь разделяется на истинную церковь и лжецерковь, потому что истинная церковь остается верной своим обручальным обетам, лжецерковь неверна, и из-за неверности своим обетам описывается как блудница или проститутка, или развращенная женщина. И Павел в следующих 2 стихах, продолжая, он объясняет, как христиане могут быть растлены и развращены от их первоначального посвящения. Он продолжает в стихе 3. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей не прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты», или другая версия говорит простоты и чистоты во Христе.
Итак, процесс, ведущий к неверности, это растление умов верующих. И Павел говорит: «Я желаю подчеркнуть простоту и чистоту Евангелия. Евангелие в своей сущности чрезвычайно просто, состоит из определенных исторических фактов. И Павел перечисляет их в 1 Коринфянам 15 глава, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он был погребен и воскрес в третий день по Писанию. Это и есть Евангелие. И я всегда очень опечален и огорчен, когда люди усложняют его. Основные истины Писания так просты, что 6-летний ребенок может легко понять их. И очень часто 6-летний ребенок понимает их лучше, чем 20, 30, 40-летний взрослый. Итак, будьте осторожны. Будьте осторожны, когда люди начинают использовать множество психологического жаргона и привлекают психиатров для поддержки истин Писания. Писание не нуждается в поддержке психиатров. Пусть Бог благословит психиатров, они делают свое дело, некоторые лучше, некоторые хуже, но делают. Но Библия твердо стоит и без одобрения психиатров, философов, ученых или кого-то еще. Она основана на определенных, очень простых исторических фактах. Она либо истина, либо ложь, но нет ничего среднего между этими двумя. И в этом она отличается от всех других мировых религий, потому что никакая другая религия не вплетена так в человеческую историю. Все религии, буддизм, синтоизм, индуизм, ислам, в определенном смысле независимы от истории. Мухаммед мог видеть свои видения или что он там видел в любой пещере, в любое время, в любом месте. Это не изменило бы полученные им откровения. То же самое касается индуизма, буддизма, все они спекулятивны по своей природе. Они пришли в историю в определенный момент времени. Буддисты верят, что Будда получил свое откровение, сидя на гибком древе, как бы оно ни называлось. Но это могло быть любое дерево, оно не привязано никак к человеческой истории. Христианство — это единственная религия, которая согласуется с человеческой историей. И то, о чем оно говорит, либо произошло, либо нет. Это либо истина, либо ложь. И оно весьма отличается в своем содержании от любой другой мировой религии. И, как я уже сказал, по своей сути оно очень просто. И затем Павел продолжает объяснять процесс умственного растления в стихе 4. «Ибо если бы кто», то есть какой-то другой проповедник. И большой проблемой Павла было то, что после того, как он представлял простоту Евангелия, приходил какой-то другой человек и все усложнял, и пытался вовлечь людей в разнообразные ограничения и постановления, которые не являются частью Евангелия. И у него была эта проблема в Коринфе, Галатии и других местах. И так он говорит: «Ибо если бы кто, пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, то есть Евангелие, которое не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Заметьте, здесь 3 фазы. Прежде всего, другой Иисус, затем другой Дух и затем иное Евангелие. Иное благовестие. То есть все концентрируется на Иисусе. И Иисус сказал: «Я есть истина». Если вы измените Иисуса и не будете представлять историческую библейскую картину Христа, то вы получите иной дух и закончите иным Евангелием. И помните, что если кто и был харизматом, то это были коринфяне. Они были ультрахаризматами. Итак, не воображайте, что то, что вы крещены в духе и говорите на языках и так далее, что само по себе чудесно, гарантирует вам, что вы не будете обольщены. Это не так. Я хотел бы представить вам 3 современные версии другого Иисуса. Первая версия лжеиисуса, номер 1, это подобие какого-то восточного учителя или гуру. И сегодня есть такое движение, которое именно таким образом представляет Иисуса. Ставит его на один уровень с Буддой и другими людьми. Как оно называется? New Age. Это их таковая версия Иисуса. Если вы хотите действительно разобраться с этой проблемой, прежде всего вам нужно начать с послания к Колоссянам, потому что это послание представляет Иисуса как великого Творца, который сотворил всю Вселенную, и который держит всю Вселенную словом своей силы. Он не просто какой-то восточный учитель, путешествующий в сандалиях и средневековой одежде оранжевого цвета. Он Бог, личность, Творец и судья всего человечества. Итак, движение New Age
представляя другого Иисуса, попадает под власть совсем другого иного духа, лживого духа, и представляет иное лживое Евангелие. И если вы измените характер и личность Иисуса, то вы всегда попадете в заблуждение. Второй тип Иисуса, которого лживо представляют, это подобие марксиста-революционера. Существует один континент, где он таким образом особенно представлен, и это Южная Америка, правильно. И это известно там как теология свободы, которая учит, что христиане должны решать проблемы бедных, требовать социальной справедливости, ликвидировать богатых и установить новый политический порядок. Иисус никогда этим не занимался. Он имел большое сострадание к бедным, но он никогда не стремился устанавливать другой общественный порядок силой. Он сказал: «Мое царство не от мира сего. Если бы не так, то мои слуги сражались бы за меня». И попытка принести Царство Божье вооруженной силой является самой по себе отрицанием учения Иисуса. И что они делают на самом деле? Они всего лишь заменяют одного диктатора другим. Один из способов, который использует сатана для совершения политической революции, это сделать людей недовольными. И действительно, если вы работаете достаточно тяжело, то вы станете недовольными любой существующей системой и любым существующим сегодня в мире правительством. И подразумевается, что если вы избавитесь от этого правительства, то следующее будет хорошо обращаться с вами. Но так на самом деле никогда не было. И на самом деле сегодня марксизм кругом повсеместно очень сильно дискредитирован. Он произвел больше нищеты и упадка, чем очень плохой режим, который предшествовал марксизму. Итак, это номер 2. Теперь номер 3 – это то, что я называю всемирным рождественским Иисусом. Еще одна лживая версия Иисуса. И она представляет Иисуса, который ходит, гладит людей по головке и говорит то там, то здесь: «Ничего страшного, все будет хорошо, не волнуйтесь». Это не есть истинная картина Иисуса. И это в основном распространяется в церквях, которые я называю либеральными церквями. И есть то, о чем они не говорят. Это о том, что Бог судит грех. Вообще им не нравится упоминать грех. И в каждом случае, где Иисус неверным образом представлен, то есть появляется лживая версия Иисуса, то там моментально появляется совершенно другой лживый дух, который не является Святым Духом, и появляется иное благовестие, иное Евангелие, которое не является Евангелием Нового Завета. Кто из вас согласен, что наша страна полна этого? Разве это не так? Это не то, что произойдет когда-то в следующем веке. Это вокруг нас, и нужно заметить, стремительно растет во многих местах. Затем Писание предупреждает нас, что в последние дни при завершении века нам будут угрожать разные формы обольщения. Если вы обратитесь к первому посланию Тимофею, 4 глава, 1 стих. Итак, Дух же, то есть заглавное «Д», Святой Дух, ясно говорит, или выразительно говорит, что в последние дни, или при завершении этого века, отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. Вы не можете отступить от веры, если вы не были в ней. Вы не можете отступить от церкви святого Августина, если не были в ней. Итак, здесь не говорится о людях, которые никогда не были верующими, но здесь говорится о тех, кто был верующим, но затем они были обольщены бесами и уведены в лжеучение. Некоторые из вас, возможно, будут удивлены, узнав, что много лет назад я регулярно проповедовал в городе Лондоне на улице 3 раза в неделю в Гайд-парке, который сегодня очень отличается от того, что там было в те дни, поверьте мне. Там было множество народу тогда. Не один раз меня физически оскорбляли люди, которые не одобряли то, что я проповедовал, но мы видели многих людей, приходящих к Господу. И я упоминаю это, потому что там был молодой человек, у него было очень драматическое обращение. Его имя было Пол. Он был спасен в воскресенье вечером, крещен в духе во вторник вечером и принял дар пророчества в четверг вечером. В те дни это было очень необычно. Но через некоторое время он начал мне говорить об идеях, которыми он увлекался. И чем больше я слушал это, тем меньше мне это нравилось. И он говорил
что-то подсказывает мне. И потом он преподносил свои идеи. И чем больше он говорил, тем больше я начинал понимать, что он преподносит мне идеи культа, который называется христианская наука. Но когда я расспросил его, оказалось, что он никогда не занимался христианской наукой и никогда не был в этом культе. Но это был просто бес, нечистый дух, который вкладывал в него эти идеи. И он не остался верным Господом. Он впал в заблуждение. И так я знаю, каким образом это может произойти. То есть я видел это происходящим не в одной жизни, я видел это во многих жизнях разных людей. Это реальность, с которой нам необходимо разобраться. И затем я бы вновь хотел обратиться к Матфея 24 главе. Возможно, некоторые из вас не знают, что пророчества, которые мы услышали сегодня утром, и истолкования, которые мы услышали раньше, основаны на Евангелии от Матфея 24 главе, 14 стихе. Если мы посмотрим Евангелие от Матфея 24 глава, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царства во всей вселенной, во свидетельство всем народам». И дальше, стих 9. «Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас». То есть нас. «И тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать и возненавидят друг друга». Мы видели немного происходящее подобное в этой стране, но в некоторых странах, в Китае, Советском Союзе, это происходило довольно часто. И затем говорится, «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». И, увы, это также происходит. Почти везде, где Новый Завет говорит о конце этого века, больше всего подчеркивается необходимость быть начеку, чтобы не впасть в обольщение. И ни один из нас не свободен от опасности впасть в обольщение. Я христианин 48 лет. Я никогда не отступал, я служил Господу как только мог. Но я ни в коем случае не считаю само собой разумеющимся, что я не могу быть обманут. Люди, которые полагаются на собственный опыт, свою собственную проницательность, такие люди первые кандидаты для обольщения. И есть в действительности только одна защита — быть очень смиренными перед Господом. Гордость — это то, что открывает дверь обольщению. Будь начеку, чтобы не допустить этого. И затем в том же контексте Иисус продолжает. «И по причине умножения беззакония во многих, то есть многих христианах, охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется». То есть нужно кое-что претерпеть, понимаете? Это не просто пустая болтовня, преследование, предательство, оппозиции, обольщение, беззаконие. Но посреди всего этого Иисус говорит, если ты продержишься до конца, ты спасешься. Это не значит, что ты сейчас не спасен, но это значит, что ты должен претерпеть для того, чтобы сохранить свое спасение. То есть Иисус говорит, своим долготерпением выкупи себя. Это цена твоей души, терпение. И затем в следующем стихе. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Какой последний знак того, что век подходит к концу? Провозглашение благой вести Царствия по всем народам во всем мире. И я говорю это потому, что провозглашение благой вести не будет простым делом. Давление, оппозиция и опасность увеличатся. Но посреди всего этого Бог собирается взрастить такой род христиан, которые будут тверды, как камень, и выполнят задание. Таким образом, я вижу это. Затем, давайте рассмотрим происхождение лжерелигии и происхождение истинной религии. По своим характеристикам, их происхождение прослеживается от начала человеческой истории. И они взяли свое начало, обе, от двух сынов Адама, Каина и Авеля. И никогда в человеческой истории не было другого типа религии, кроме одного из них. Давайте посмотрим на описание Каина и Авеля в книге Бытие, 4 главе. Итак, Бытие, 4 глава, начиная со стиха 3. Конечно, вы знаете, что Каин и Авель были первыми двумя сыновьями Адама и Евы. И оба они родились после того, как Адам и Ева взбунтовались и согрешили против Бога. У Адама не было никаких сыновей до того, как он стал преступником. И поэтому каждый потомок Адама с тех дней имеет в себе преступную природу внутри. Библия называет это ветхим человеком или ветхим Адамом. Итак, я прочту этот отрывок. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стана своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его». Мы не знаем точно, что произошло.
Каким-то образом Господь засвидетельствовал, что Он принял приношение Авеля и не засвидетельствовал о приношении Каина. Большинство комментаторов Библии предполагают, что с небес сошел какой-то огонь и поглотил приношение Авеля на жертвеннике. Но ничего подобного не произошло с прекрасным овощным приношением Каина. И это рассердило Каина. Каин очень рассердился, и поникло лицо его. И в действительности он говорит здесь: «Господи, я принес тебе лучшее, что я могу взрастить от земли, самое лучшее, и тебя это не интересует». Здесь говорится, что он рассердился. Я думаю, что он рассердился на Бога и рассердился на своего брата. «И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Заметьте, первый зафиксированный грех после первоначального непослушания Адама и Евы не был каким-то маленьким пустячком, но это было убийство одного брата другим. Греху не нужно много времени, чтобы взрасти. Если он высвобожден, он всегда присутствует во всем своем уродстве с самого начала. Теперь давайте посмотрим на разницу между религией Авеля и религией Каина. И когда я буду делать это, я хочу, чтобы вы увидели здесь, что любая религия, которую когда-либо знало человечество, попадает под одну из этих двух категорий. Каждый человек является либо последователем Авеля, либо последователем Каина, даже если он этого и не сознает. Прежде всего, Авель получил божественное откровение. Мы знаем это, потому что в Евреям 19:4 говорится: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». И Римлянам 10:17 говорит: «Вера приходит от слышания Слова Божьего». То есть, как он принял Слово от Бога, мы не знаем, но он принял откровение от Бога, что Бог требует живую жертву, которую необходимо убить и положить на жертвенник. То есть, Авель признал это откровение, но Каин отверг его. Он не принял откровение о том, какую жертву требовал Бог. Своей жертвой Авель признал необходимость заместительной жертвы за его грех и грех человечества. Своим приношением Каин отверг необходимость заместительной жертвы. И никакой крови не было пролито. Приношение Авеля указывало на необходимость положенной жизни. Жертвоприношение Каина отвергало это. Затем, в книге Бытие 3:17, после того, как Адам и Ева впервые не послушались Бога, Бог произнес проклятие на землю. Он сказал: «Проклята земля за тебя». Авель принес умилостивление за проклятие земли. Каин же принес плод земли, которая находилась под проклятием. И ничего не было сделано для того, чтобы остановить это проклятие. То есть Каин приносил Богу то, что, как Бог сказал, было под проклятием. Четвертое различие заключается в том, что, как мы уже видели, Авель получил сверхъестественное подтверждение от Бога. Бог засвидетельствовал, что он принял жертву Авеля. Каин не получил никакого сверхъестественного подтверждения. Он просто прошел через религиозную традицию, религиозное представление. Как много посетителей церкви похожи на это. Религиозное представление, но нет ничего сверхъестественного. Пятое различие практическое. Религия Авеля произвела мученика. Религия Каина произвела убийцу. И это очень большое отличие. Но в любом случае это было результатом их религии. И шестое различие заключается в том, что религия Авеля принесет невесту Христову. Религия Каина произведет блудницу. Итак, здесь мы видим два типа религии. Я привожу это очень просто, не углубляясь в детали. Авель получил божественное откровение. Каин отверг его. Авель признал необходимость заместительной жертвы, положенной жизни. Каин отверг это. Авель предложил умилостивление за проклятие, которое Бог произнес на землю. Каин просто предложил Богу продукт проклятой земли. Жертвоприношение Авеля получило сверхъестественное подтверждение. Жертва Каина не получила сверхъестественного подтверждения, и именно это разозлило его.
И хотя мы, будь это пятидесятники, харизматы или кто-либо еще, мы можем ошибаться, но одна из главных причин, почему мы не нравимся другим, заключается в том, что мы получили сверхъестественное подтверждение, а они нет. Человеческая природа ни на каплю не изменилась. И затем конечный продукт. Жизнь Авеля произвела мученика, положенную жизнь. Религия Каина произвела убийцу. И, наконец, в будущем религия Авеля произведет невесту Христа, религия Каина произведет блудницу. И видите, между этими двумя религиями есть постоянная разделяющая линия. И я хочу вам сказать, это слишком обширный предмет, чтобы углубляться в деталях, но любая религия, которая когда-либо практиковалась человечеством, в конце концов попадает под одну из этих двух категорий. Не существует нового типа религии, просто есть множество вариантов первоначальных религий. Теперь я хотел бы начать набрасывать портрет блудницы, продукта религии Каина. И если вы остановитесь на минуту и подумаете о рабах Божьих во всей Библии, то кто причинял им больше всего проблем? Религиозные люди или нерелигиозные люди? Конечно, религиозные люди. Какая религия у них была? Религия Каина, правильно. Кто убивал и преследовал пророков? Последователи Каина. Кто ответственен за распятие Иисуса? Последователи Каина. И это не изменилось за 2000 лет. Все продолжается. Хорошо. Глядя на блудницу, лжецерковь, прежде всего я хочу сказать, что она использует политическую силу. Она использует политическую силу для достижения своих целей. И поэтому я всегда осторожен, когда слышу, как христиане говорят о завладении политикой, потому что всякий раз, когда это происходило в прошлом, это было катастрофой для церкви. Это произошло в IV веке, когда христианство стало официальной религией Римской империи при Константине. И с этого момента христианство начало приходить в упадок. Это произошло в средние века, когда папы держали два меча. Меч духовного управления и меч политического управления. И церковь была в состоянии почти полной тьмы. Я думаю, что с тех пор ситуация не изменилась. Мы не призваны управлять политической системой. Мы призваны молиться о наших лидерах, и время от времени Бог поднимает выдающихся лидеров, которые играют важную роль в политической системе, таких как Иосиф, Даниил и Вилберфорд и другие. Но церковь никогда не получала указания от Бога управлять политической системой. Хорошо. Давайте посмотрим теперь на картину церкви и политической системы. В Откровении 13 у нас есть картина политической федерации, которая описана как зверь. Откровение 13, 1 стих. Иоанн говорит: «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные». Это политическая система, федерация, я думаю, последняя политическая система последних времен. Но в Откровении 17.3, а Откровение 17 — это картина блудницы, говорится: «И ангел повел меня в духе в пустыне, и я увидел жену», то есть эту лжецерковь, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, 7 головами и 10 рогами. То есть эта женщина-блудница, лжецерковь, сидящая на политической системе, она продвигается к власти на ней. И это не есть истинная церковь. Затем есть очень четкое указание на это в истории Израиля во время царя Ахава. Ахав был царем Северного царства Израиля. Северное царство уже было в отступлении. Они участвовали в поклонении золотым тельцам и другому злу. Но они гораздо больше опустились в бунт при Ахаве, потому что Ахав женился на женщине по имени Иезавель. А Иезавель была дочерью языческого царя. И она участвовала в поклонении Ваалу. А Ваал в определенном смысле является альтернативой поклонению истинному Богу. И через свой брак с царем Иезавель ввела Израиль в поклонение Ваалу. И во многих моментах она является очень живым описанием лжецеркви. И я уже давно понял, что у Илии не было и никаких иллюзий относительно того, что сделает с ним Иезавель, если схватит его.
И я должен сказать, что, по-моему, то же самое верно и по отношению к лжецеркви. Давайте взглянем на несколько мест в 3 Царств, 16 глава, со стиха 30. Стих 30 и дальше. «И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа, более всех бывших прежде него». И Библия ясно говорит, что причина этого заключается в том, что его подстрекала его жена Изавель. Мало для него было впадать в грехи Иеровоама, сына Наватова, который вел поклонение золотым тельцам. Он взял себе в жены и Изавель, дочь Ефваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахав Дубраву, еврейское слово «ашерах». Это был деревянный идол женщины, вероятно, чрезвычайно сексуальный, которому обычно поклонялись хананеи. Итак, он вел поклонение Ваалу и поклонение Ашере. И сделал Ахав Дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа, Бога Израилева. И какова была основная причина? Его жена Изавель. И затем в 3 Царств, 21 глава, стих 8, мы читаем, как Изавель манипулировала Ахавом. Ахав хотел получить виноградник Навуфея, а Навуфей не хотел продавать его. И Ахав, который по своей природе был взрослым ребенком, огорчился. Он поник лицом, не ел и слег. Затем вошла Изавель, спросила: «В чем дело?» И он сказал: «Навуфей не хочет продать свой виноградник». Она сказала: «Не волнуйся, я об этом позабочусь». И вот что она сделала, стих 8. «И написала она от имени Ахава письма, запечатала их его печатью и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Навуфеем. В результате чего Навуфея обвинили в богохульстве и побили камнями до смерти». Заметьте, Ахав не сделал бы это, он бы остановился, но Изавель завладела ситуацией, взяла его печать, которая была свидетельством его царской власти, написала письмо и сделала это. Как бы вы назвали это? Я называю это манипуляцией. И в качестве информации позвольте мне сказать вам, что Бог никогда не манипулирует. В любом случае, когда вы сталкиваетесь с манипуляцией, вы имеете дело не с истинным Богом. Итак, следующей чертой Изавели было ее ужасное отношение к Божьим пророкам. Возвратимся к 3 Царств, 18 глава, стиху 13. Авдий, который поклонялся истинному Богу, хотя и служил при дворе Ахава, сказал Илии: «Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Изавель убивала пророков Господних, как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой?» В той же главе, стих 19. «Теперь пошли», это уже говорит Илия, «теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Изавели». Иными словами, тех, которых поддерживает Изавель. Итак, она убивала истинных пророков и поддерживала лжепророков. И затем в 4 книге Царств, 9 главе, мы еще раз видим Изавель. Когда Иуй поехал в Израиль, в Самарию, и Изавель знала уже, что ее песня была спета, и он поехал туда убить ее. Поэтому, что очень характерно, она нарядилась, накрасила глаза и выглянула из окна, надеясь, что ее сексуальность изменит отношение Иуя. Но Иуй не был человеком, поддающимся этому. И Иуй ответил. Он ответил Иораму, царю израильскому. Иорам послал к Иую, когда тот въехал в Самарию со словами: «С миром ли, Иуй?» И он ответил: «Какой мир при прелюбодействии Изавели, матери твоей, и при многих волхвованиях ее?» То есть она была виновна в 2 вещах: блуде, проституции, аморальности и колдовстве. А колдовство почти всегда относится к духовному блуду. Но в основном оно производит действительную физическую развращенность. Поэтому, если вы посмотрите на портреты Изавели, она убивала истинных пророков и поддерживала лжепророков, занималась развратными вещами и колдовством. И лично я верю, что где колдовство, там рано или поздно появится развращенность, прелюбодеяние и блуд. Духовное прелюбодеяние ведет всегда к физическому прелюбодеянию.
И в третьей книге Царств, 17 и 18 главы, в первых стихах этих глав мы видели, как Господь посылает в эту ситуацию Илию, чтобы разобраться с ней. И я хочу вывести следующий урок. Илия являлся Божьим ответом на Иезавель. И я думаю, что это важно в связи с тем, о чем пророчествуется в Малахии, 4 главе. Опять же, мы здесь говорим о конце века. И в Малахии 4, 5 стих, Господь говорит: «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного». Когда Илия появляется на сцене, вы знаете, в чем проблема. Это колдовство. Илия — это, так сказать, Божье секретное оружие против колдовства. И посмотрите на эту проблему. Последний стих Ветхого Завета. «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». То есть это не только показывает, что в последние времена угроза обществу и Божьему народу содержится в лжецеркви, колдовстве, но и называет основную главную проблему, которая заключается в развале семейной жизни. И вот ситуация. Вот ситуация, когда отцы отчуждены от своих детей, а дети от своих родителей. И Бог говорит: если это не изменится, это принесет проклятие на всю землю. Итак, мы учимся многому из этого, потому что мы узнаем об источнике развала семейной жизни. Это колдовство. Правильно. Там, где процветает колдовство, там разрушается семейная жизнь. Семейные взаимоотношения нарушаются. И во многих случаях власть мужчины, отца семьи, главы семейства, заменяется женской властью. И все это признак деятельности Иезавели. То есть, таков краткий взгляд на историческую активность лжецеркви. Теперь, мы возвратимся к тому, как Иезавель приходит в силу. Помните, мы говорили, что это происходит благодаря политической федерации. Она ехала на багряном животном, багряном звере. Если мы вернемся к 17 главе книги Откровения, то мы обнаружим, что Антихрист использует ту же самую политическую федерацию. Откровение 17, стихи 12 и 13. И вновь мы говорим о животном, то есть звере с 10 рогами и 7 головами. В стихе 12 говорится: «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на 1 час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю». То есть жена в багрянице едет на звере, у которого 7 голов и 10 рогов. Но окончательная версия животного, которая заключается в рогах, а не в головах, отдает себя в руки Антихриста и манипулируется и контролируется Антихристом. И такова окончательная версия политической сцены этого времени в Писании, так как я вижу ее. Затем, в некотором смысле, так же, как истинная церковь является невестой Иисуса Христа, лжецерковь является невестой Антихриста. Но Иисус обращается со своей невестой совсем по-другому, чем Антихрист обращается со своей невестой. И здесь заключен урок. Я всегда говорю людям: если вы позволите дьяволу обращаться с вами так, как ему хочется, то он поступит с вами как с лимоном. Он выжмет из вас весь сок, а затем вышвырнет. Я помню, это произошло в Иерусалиме много лет тому назад, перед Второй мировой войной. В старом городе в Иерусалиме жил один поклонник сатаны. И один миссионер пошел к нему, и в следующий раз, когда он появился, этот поклонник сатаны покаялся и стал верующим в Иисуса Христа. И другой миссионер спросил: «Что ты сказал ему?» И этот миссионер ответил: «Я просто изложил ему всю историю сатаны от начала до конца». И я часто говорю людям: если вы на стороне сатаны, то вы проиграли, потому что он проиграл. Он не победит, он проигрывает. Он будет побежден. Вам лучше перейти на другую сторону, пока у вас есть время. И он может сейчас хорошо обращаться с вами, вы можете делать с ним все, что вам нравится, но в конце концов он поступит с вами только так, вышвырнет вас. И именно так он поступает со своей невестой, видите? Если вы посмотрите с той же 17 главы, стих 16.
Same 17th chapter, verse 16. Откровение 17, 16 стих. «И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии». То есть 10 рогов подчинены зверю, антихристу, и конец блудницы — быть уничтоженной 10 рогами. Они разорят ее, съедят ее плоть и сожгут ее в огне. То есть исторический конец лжецеркви — это уничтожение той же самой политической силой, которой она манипулировала, чтобы заполучить свое место. И это действительно производит на меня впечатление, когда я думаю, что никому никогда не удастся одурачить Бога. Рано или поздно вы обнаружите это. И если вы на неправильной стороне, вам лучше быстро переметнуться на другую сторону, потому что сатана плохо обращается со своими слугами. Господь изливает свою любовь, благословение и обеспечение на свою невесту. Она будет в вечности разделять с ним престол. Но лжецерковь будет разорвана на куски, вышвырнута и станет историческим вымершим ископаемым. Итак, где вы хотите быть? Где вы собираетесь находиться? Видите, это не просто пустой вопрос. Помните, в чем заключается четкая разделительная черта? Что выделяет истинную церковь на фоне лжецеркви? Истинная церковь осталась верной Иисусу Христу. Лжецерковь была неверна. Это не вопрос того, говорите вы на языках или нет, хотя я и обеими руками за говорение на языках в правильном порядке. Это даже не вопрос, в какой форме вы приняли крещение, хотя я имею собственные соображения по этому поводу. Вопрос заключается в том, какое ваше личное отношение к Господу Иисусу Христу. Действительно ли Он Господь вашей жизни? Полностью ли вы преданы Ему? Видите ли, лжецерковь бесчестит Иисуса. В экстремальных формах она отрицает, что Он был рожден от Девы. Если Он не был рожден от Девы, тогда Он был незаконнорожденный. Это бесчестит Его. Вопрос состоит в том, любим ли мы, почитаем ли мы и служим ли мы Господу Иисусу Христу. Верны ли мы Ему, даже если и другие не верны? Стоим ли мы за Него, даже когда это означает оппозицию и преследование? Это решающий вопрос для всех нас. Это не вопрос деноминаций или ярлыков. Это не вопрос форм поклонения. Я верю, что может быть множество разнообразных законных форм поклонения истинному Богу. Вопрос заключается в том, будешь ли ты верным или неверным Иисусу. Я думаю, что я достаточно ясно выразил этот вопрос. Это несложный теологический вопрос. Вам не нужно для этого знать все тайны божественного избрания. Вам даже не нужно цитировать на память 500 стихов Священного Писания. Все, что вам нужно, это быть полностью посвященным Иисусу. И вам нужно принять это решение. Не позвольте множеству второстепенных вопросов заменить это для вас. И когда вы уйдете отсюда после этого урока, я верю, что вы уйдете посвященными Иисусу. И если вы пришли посвященными, я верю, что вы будете более посвященными. Вот в чем вопрос. Посвящение господству Иисуса Христа.